Я еще короче буду выступать, нет презентации. Я вообще в целом, круглый стол назван немножко не в том стиле, который вот мы в республике привыкли, потому что то, что вы олицетворяете Малой академии наук и меня, программа «Шаг в будущее» как популяризаторскую, на самом деле это мы в какой-то мере уже подталкиваем детей и помогаем им стать уже начинающими исследователями. В этом плане популяризация – это вообще еще более первый шаг, поэтому в какой-то мере мы его перескочили, и я вот через много лет понимаю, что мы всегда думали, что это должно быть кто-то должен делать, но не мы. И, соответственно, сейчас вот целая идеология такая, десятилетие науки и технологий, правда, реально подтолкнула нас, что, оказывается, мы вот этот пласт в какой-то мере позабыли, а потом смотрим на школы, что в реальности таких хороших методических пособий, направлений их, в принципе, достаточно немного. Поэтому могу говорить, что если «Шаг в будущее» считать как частью популяризации, то это какой-то определенный уровень. И в этом плане начать с образовательных вещей – это классика. В этом плане вот классикой тоже повышенного уровня является олимпиадное движение. Вот, это Сергей Вячеславович Попов, один из тех идеологов развития детей именно в образовательном классическом таком направлении. Мы вот так иногда так между собой шутим, как бы два антипода на совещаниях, надо ли детей толкать в науку перед тем, как они олимпиадные образовательные вещи не знают. Я считаю, что разные дети, у них разные траектории, и кто-то может идти через олимпиады, прийти потом к высокому уровню, а иногда, наоборот, исследовательские работы узкие такие, где не нужно знать весь объем, понятийный, аппаратов, он может быть достаточно узкий, и тоже можно начинать. Главное, чтобы его затянуло. И в этом плане вот проекты, которые вот мы на Великосский научный центр и университет помогаем, это смарт-библиотеки и очень, очень креативные библиотекари, это тоже очень принципиальная важная вещь, мы будем всегда с ними работать. Я благодарен Варваре за это. И плюс еще вот следующее будет сообщение, которое я тоже хочу заострить. Вот здесь Олег Филиппов, ну, его, наверное, многие знают как Верхневилийского, одного из идеологов образования. Начальника работал и в Верхневилийской гимназии и так далее, лицее-интернате. Тоже расскажет про проект, который делает одна конкретно взятая школа, но она объединяет все городские школы. Вот, я считаю, мы в какой-то мере 20 с чем-то лет назад просто прыгнули слишком далеко. И прыгнули во многом благодаря тому, что Михаил Ефимович Николаев, он просто такую задачу поставил. Дети прикоснулись к великому вузу ВТУ имени Баумана, и академик Ларионов тоже эту идеологию подхватил. Он прямо говорил, чтобы институты начали взаимодействовать, работать, университет активно стал работать, то есть какую-то планку подняли. И она у нас в какой-то мере такая полуэлитная. Очень многие в социуме считают, что «Шаг в будущее» — это вообще местами профанация науки и развития, потому что говорят, работы пишут учителя, выступают дети. Я в какой-то мере соглашусь, потому что, по сути, такое тоже бывает. Но вот эта вещь, она тихонько закончилась, потому что, по сути, когда экспертируют люди, которые представляют, что такое наука, что такое новизна и отличие, как ее подают, то вот те, которые вот как бы натасканные, сделанные работы детей, которые просто как магнитофоны рассказывают, они все, ну, как, окромя того, что им по плечам хлопают, на этом все заканчивается. Поэтому реально пробивается и наверх, а у нас одна из задач все-таки найти талантов, которые реально долго, многолетне, упорно работают. Ну, наука к этому толкает, чтобы надо очень глубоко, основательно это делать, то таких мы находим. И результатом является российское признание. И у нас, например, довольно много таких высоких результатов. И что, конечно, радует, что очень много интересных работ из глубинок. И вот эту нашу иркутскую направленность из глубинок отмечают в Москве и в других регионах. Они говорят, мы видим, что у вас вся республика занимается. Даже вот могу привести пример, который мы можем все гордиться, когда
учителя из города Санкт-Петербург вышли и сказали такой спич. Ну, конечно, в Якутии вот занимаются дети сильно подготовленные и такой. И все начали говорить, а вот наши питерские дети... И пошел плач такой, ярославный, что вот все не составлено. Когда я подошел к этому учителю, говорю, вот смотрите, я говорю, ребенок из села Тополиное. Он приехал, я ей рассказал, какой алгоритм в транспортной схеме, как это все делалось, как работает. И она просто ахнула, сказала, неужели у вас Якутия такая огромная? Вот представляете, люди с высшим образованием в Санкт-Петербург не знают, где, как, дети, что. Даже в программе же написано там, села, поселки и так далее. Поэтому в этом плане, конечно, популяризация – это вот толчок, ядро. И мы на низовом уровне, на уровне школ, всегда призываем, проводите школьные конференции. Давайте вот соцопрос. Реально, поднимите руки, где в ВУЗах или у вас в школах проходится ежегодно конференция «Шаг в будущее» или вот близкие названия. Поднимите руки, пожалуйста, уважаемые. Ну, это хороший процент. А вообще, на самом деле, очень часто поступает так. Вот выходят, говорят, ты идешь, а вот ты, до свидания. И вот это возникает ситуация, по которой вы сами создаете некую элитарность. И говорите, что, ну, ты можешь пробиться, а тебе вот нет смысла, да? И на самом деле, вот это некое такое ограничение, это очень плохо. Например, мы и до сих пор, если сейчас провести средний балл детей, которые участвуют где-то, не все отличники. Отличники, они знают, где находят себя. Очень много троечников, которые тройка, четверка, пятерка. Вот это дети, которые с потенциалом. И вообще развиваются на популяризацию, идут хорошо. Дети, которые чего-то хотят. И вот, соответственно, хотелось бы, чтобы вы вот эти принципы популяризации всегда накладывали в основе. В некоторых школах, в которых я консультирую, я говорю, пускай на школьный этап ребенок придет, расскажет простой реферат типа «Луна – спутник Земли». Но он узнает то, что вы, учителя, многие, просто не рассказываете. Потому что по программе это не требуется. И вот когда он узнает, оказывается, что у Луны какие-то особенности и так далее, то, что в учебнике не написано, и никогда он не открыл бы, если бы он не занялся этим. Самое главное там еще, ну, сами знаете прекрасно, это основы риторики, публичное выступление, это то, что нужно. И в дальнейшем работа с литературой, это потом все говорят, это в школе перестали учить. Как делать ссылки правильно и так далее, это просто большая проблема. В университетах сейчас уже просто чуть ли не плачут, дети не умеют работать с аппаратом. Поэтому вот те, которые работают хоть как-то, хотя мы честно признаемся, что мы просто во время экспертизы не успеваем посмотреть все. Нам главное только ядро схватить. Поэтому большой пласт работы – это там. Поэтому вот библиотеки, то, что подключились, это очень хорошо. Потому что они профессионалы в этих делах, где что и как. Тем более сейчас библиотеки стали очень современные, развиваются. И какие-то вот такие объединения школ вокруг каких-то тематических, это прекрасно, нужно заниматься. Ну, «Шаг в будущее» у нас в республике вообще создалась как своеобразная народная программа. Она пошла как волонтерское движение, и в других регионах вообще в шоке от наших экспертов. И в этом плане я им всем благодарен, и Малая академия наук это все организовывает. Потому что, по сути, люди приходят как волонтеры. Научные волонтеры, люди с квалификацией, если посчитать, сколько нужно было бы заплатить за часовую работу, там, 2 дня, что люди ходили, это вообще миллионы рублей надо было платить. Конечно, таких ресурсов нету. В других регионах у них проблема позвать специалистов, ученых, чтобы они проэкспертировали детей, даже на маленькой конференции. Что греха таить, я, используя это свои питерские связи, притаскиваю на конференцию в Санкт-Петербурге своих друзей и коллег из Санкт-Петербурга, чтобы они пришли на питерскую конференцию. Из Якутска. Пишу, звоню, организовываю какие-то секции. Ну, вот у них так. Поэтому в этом плане цените ваших людей, которых вам помогает организовывать, и много прекрасных проектов. Цените Малую академию наук, которые находят ресурсы, госзадания, запихивает, у них целая индустрия, потому что этим надо пользоваться.
У нас есть понятие инновационная система, да, вот IT, технопарк и так далее. Экосистема не называют. У нас экосистема образовательная вот в Вишинском плане уже давно создана. И она была создана великими людьми: Михаил Ефимович Николаев, Ларионов Владимир Петрович, Алексеев Антон Николаевич и другие. Сейчас много работающих. Поэтому 15 минут я уже истек, мне нужно останавливать, поэтому очень спасибо. В реальности у нас очень хорошее сообщество. Ну, наверное, вы уже все знаете, проходили. От нас ушел Лёлев Юрий Михайлович, это один из столпов, который тоже вместе работал. Он просто в момент создания «Шаг будущего» был в докторантуре в Новосибирске, позже подключился формально. А неформально фактически мы на его плечах и долгие годы развивались, и в университете, и его кафедры была база и так далее. Мы сейчас просто печали, это завтра мы его провожаем. Таких людей надо помнить, и у нас вот имена таких людей, многие, кто ушли, мы отмечаем это стипендиями, его имени у нас помогают Академии науки, другие фонды, поэтому вот уходят великие, надо их всегда помнить. Ну и жизнь продолжается, надо идти. У нас была всегда стипендия имени Михаила Ефимовича Николаева. Сейчас надо, вот предложение поступило, как все назвать. У меня было вообще предложение. У нас как бы конференция носит имя Ларионова, а в центре движения Якутии может получить имя Михаила Ефимовича Николаева, что очень важно, потому что он и основатель Большой академии, и Малой академии наук через 15 форум, ну и движение «Шаг будущего» тоже примем. Ну вот у нас все под эгидой великих имен, которых мы получаем. Спасибо всем, кто что пришли. Немножко извиняюсь, что опоздал. Надежда, а так вообще популяризация — это ядро, база, и надо заниматься. И популяризация — это все-таки проще и может подключиться гораздо больше структур, и, как мы видим, вот, не только образовательных, и этим надо дорожить и развиваться. Спасибо. Да, спасибо огромное, Михаил Михайлович. Напоминаю, Михаил Михайлович, исполняющий обязанности директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова. Значит, это самая старая у нас научная организация в нашей республике. Она еще создана в прошлом веке, да, позапрошлом веке. Нет, в 1908 году губернатор Теграф, и там основоположники все были ветеринарные врачи, такой еврейской национальности, что очень высокий показывает интеллектуальный уровень. В тот момент, сами знаете, образование получали в центре и приезжали в центр. Да, спасибо огромное. Да, и в этом году 90-летие, это было сколько? И вот 95 лет только одной станции, да, а 115 лет будет ветеринарной лаборатории. У нас в ноябре будет мероприятие, и мы туда перед этим проведем конференцию, посвященную, ну, тематически это будет животноводство, ветеринарной медицине. Спасибо. Замечательно.